Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот основные темы. Провести работы на плотине. Чрезвычайная ситуация муниципального характера объявлена для проведения превентивных работ на озере Мелкое. Республиканский социально-оздоровительный центр расширяет программу реабилитации якутян участникам СВО. Какие новые программы предлагает центр? В этом году количество пациентов увеличено в разы. В ожоговом центре Республиканской больницы номер 2 участились обращения людей с обморожением разных степеней. 50 спортсменов из 8 регионов страны. В Якутии стартовал первый этап Кубка России по шахматам. Что ожидают участники и как будут проходить соревнования? Алданские каратисты показали мастерство на региональном турнире по карате Докиокушинкай. Скоро спортсмены отправятся в Японию, где пройдет первенство мира. Айслан Николаев провел рабочую встречу с Николаем Корчуновым, послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России, председателем Комитета старших должностных лиц Арктического совета. Центральной темой обсуждения стала подготовка к международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске в марте этого года. Ученые и эксперты из России и ряда зарубежных стран обсудят влияние изменения климата на социально-экономическое развитие северных стран и регионов, задачи экологического мониторинга и прогнозирования, перспективные технологии, направленные на минимизацию рисков для окружающей среды, а также для населения, инженерной и социальной инфраструктуры, возведенной на мерзлых грунтах. Чрезвычайная ситуация муниципального характера объявлена для проведения превентивных работ на озере Мелкое. Такой режим позволит муниципалитету проводить превентивные работы на плотине озера Мелкое и привести в полную готовность все неотложные службы и ресурсоснабжающие организации. При этом рисков возникновения критической ситуации не имеется. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ограничений по водоснабжению не имеется, замутнение воды, поставляемой населению, не зафиксировано. Ресурсоснабжающие организации приведены к готовности. Угольный кластер, который разместится на территории Нерюнгринского и Алекминского районов, войдет в состав ТОР «Южная Якутия». К 2027 году там построят обогатительную фабрику, куда будет поступать уголь со Сылавского месторождения. Реализация этого проекта позволит дополнительно привлечь не менее 15,5 миллиардов рублей частных инвестиций и создать более 1000 рабочих мест. В целом, границы 4 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке будут расширены за счет включения дополнительных земельных участков, что позволит создать условия для запуска новых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Незаконный оборот золота стоимостью свыше 151 миллиона рублей пресекли в Нерюнгринском районе Якутии. По предварительным данным, 2 руководителей горнодобывающих предприятий вступили в сговор для дальнейшей реализации драгметалла. Злоумышленники под видом геологического изучения месторождения полезных ископаемых более месяца добывали природное шлиховое золото на участке недр реки Тимптон. Они проводили на извлечение, транспортировку и промывку золотосодержащей породы с использованием промышленной техники без проектной документации. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. Гостиничный комплекс на 150-180 мест планируют построить в столице республики к 2024 году. Проект расширит площадь уже действующего ТОР «Якутия». Отмечается, что объем частных инвестиций в этот проект составляет почти 1,5 миллиарда рублей. ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе снижение ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Республиканский социально-оздоровительный центр расширяет программу реабилитации и активно продолжает оказывать медико-психологическую помощь якутянам, участникам СВО. Подробнее о программах в следующем сюжете.
Медико-психологическая реабилитация действует с июня прошлого года. Каждому пациенту прописывается индивидуальная программа оздоровления. Все мероприятия направлены на восстановление и поддержание утраченных функций организма, проведение адаптации к новым условиям жизни. Пребывание в центре длится от 10 до 18 дней. Зависит от тяжести последствий. Контузии, ранения, сочетанные травмы, дезадаптация нервной системы. У пациентов приходят, которые возвращаются с условий боевых действий, у них расстройство поведения, нарушение сна, стресс, депрессия в результате длительного воздействия психотравмирующего фактора боевых действий. Программа реабилитации постепенно расширяется. Теперь на базе центра военнослужащие смогут заниматься 9 различными видами спорта. Эту возможность в рамках соглашения предоставляет Республиканский центр адаптивной физкультуры и спорта. Задача – привлечение к занятию физической культурой и спортом, а также приобретение интересов и хобби. Имеются такие виды спорта, как волейбол, сидя пода. У нас имеются неплохие результаты. У нас легкая атлетика по пода, упражнения опорно-двигательного аппарата. У нас имеется очередная сборная команда даже Российской Федерации. В этом году мы начислили порядка 19 очередная сборная команда России. У нас имеется вольная борьба, сурда. Сурда – это с осложнениями слуха. Один из участников программы – Петр. Он почти окончил курс реабилитации. Делится, что состояние действительно улучшилось, но с его травмой ноги не все так просто. Петр и дальше планирует восстанавливаться. 1 ноября получил ранение насквозь, осколочное. Скажите, какие процедуры проходили? Массаж, физкультура, да. Такие упражнения делаются, и еще там магнит, лечение как-то. Называли еще. Сейчас 3 или 4 часа буду ходить, а все равно болеть будет, но у меня трескает. Но я хочу учиться на электрогазсварке и еще на права. Еще одна актуальная мера поддержки в центре – это содействие в обретении новых специальностей и трудоустройства демобилизованных военнослужащих и их членов семьи. Все мероприятия в рамках проекта проводятся бесплатно. Если гражданин желает обучиться, ему предоставляется такое право. В настоящее время 2 человека обучаются на охранника и горнорабочего. Кроме того, в Госкомитете разрабатывается специальная программа обучения. По данной программе обучения обучение само будет бесплатное, а также оплачивается проживание и медосмотр. Социально-оздоровительный центр в этом году планирует добавить еще 20 дополнительных койко-мест. Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения или позвонить по номеру горячей линии 122. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Сбор денег в помощь маленькой девочке в столичном культурном центре «Сергеляхские огни» состоялся благотворительный концерт в поддержку 5-летней Дейнерис Чекасовой. Ей диагностировали изидуально-агоническое поражение центральной нервной системы. Для лечения и прохождения реабилитации необходимо 846 тысяч рублей, что для ее семьи является неподъемной суммой. Все собранные денежные средства от реализации билетов, пожертвований и продажи картин будут переданы семье девочки. Если вы тоже желаете помочь Дейнерис, то можете перевести денежные средства по банковским реквизитам, которые вы сейчас видите на своих экранах. В 2021 году мы получили травму, упали с высоты с 5-го этажа дома, здесь в Якутске. Теперь пошли на более-менее поправку и очень прям сильно, срочно нуждаемся в реабилитации. У нас открытая дата стоит по 13 февраля. Как только сбор соберем, сразу летим. В связи с аномальным понижением температуры воздуха участились частые обращения людей с обморожением разных степеней. По аналогичным показателям прошлого года число пациентов увеличилось в разы. В ожоговом центре Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи на сегодняшний день находится 89 пациентов со всей республики. Подробности в сюжете.
С начала 2023 года было зафиксировано 115 обращений в ожоговый центр. Специалисты отмечают, что чаще всего причиной обморожений становятся легкая одежда, злоупотребление спиртными напитками, несчастные случаи в быту и происшествия на дорогах. Если вы получили отморожение, то вам в первую очередь, конечно, нужно найти теплое помещение. При отморожении конечностей ни в коем случае нельзя делать растирание, какие-то грубые механические воздействия на отмороженную конечность делать, так как это вызывает разрушение сосудов, которые уже замерзли. Да? Отогреваться нужно постепенно. Это нужно укутаться в теплое, во что-то теплую одежду какую-то, горячий чай, теплое помещение. И отогревание должно происходить постепенно, не резко. То есть не надо в горячую воду конечности погружать. Это, наоборот, усугубляет всю ситуацию. Во избежание несчастных случаев следует придерживаться простых мер безопасности. Быть внимательным, осторожным, смотреть, слушать прогноз погоды, и без прогноза, понятно, одеваться тепло. Одежда должна быть комфортной, она не должна сковывать вас. Обувь, особенности это относится к обуви. Обувь не должна быть четко по размеру быть, да? Она немножко свободная, чтобы какое-то немножко пространство в обуви еще оставалось. Если вы стали свидетелем несчастного случая на морозе, окажите первую помощь пострадавшему, следуя инструкциям врачей, а также сообщите по единому номеру 112 для вызова экстренных оперативных служб. Алексей Захаров, Павел Пахомов, Якутск. В Якутске состоялась презентация второго тома книги «Якуты» Вацлава Серошевского с участием Всероссийской общественной организации Русского географического общества и Национального архива республики. Здесь в поле зрения автора попали материалы, касающиеся не только якутов, но также местных русских, коренных северных народов, наблюдения о которых вошли именно в эту книгу. Актуальность заключается в том, что издание второго тома монографии «Якуты» внесет неоценимый вклад и даст новый толчок к новому изучению истории якутского народа. Уникальная работа, собранная в дореволюционное время, послужит фундаментальным материалом для многих историков и ученых. Это в основном примеры из его глав, которые иллюстрировали происхождение, например, якутов, или, например, какие-то стороны культуры. Но они были, видимо, очень пространные, и издательство, вероятно, попросило сократить первоначальный текст. А так, конечно, это же конец XIX века, и те материалы, которые Серошевский не включил в этот том, они показывают различные стороны жизни якутов того времени. Только поэтому, конечно, они представляют большую ценность. Конкурс на звание лучшего врача объявили поликлиники номер 3 города Якутска. В нем примут участие специалисты всех отделений учреждения. Конкурс направлен на повышение престижа не только медицинского работника, но и в целом престижа труда, развитие профессиональных способностей сотрудников поликлиники номер 3, стимулирование достижения высоких результатов и другое. Так, в течение этого года в рамках конкурса будут выявлены победители по номинациям. В рамках этого года у нас будут проводиться такие конкурсы, как лучший врач-терапевт участковый, лучший врач-педиатр участковый, лучшие врачи-специалисты, лучшие врачи и специалисты КДЛ и трудовые династии и ряд других конкурсов. ТОИ «Хая-2023» открывает новые имена. В скором времени стартует республиканский музыкальный конкурс в Мирнинском районе. Ежегодно фестиваль проходит при поддержке компании «Алроса». Песенный проект с более 30-летней историей дал старт карьере многих известных исполнителей эстрадной песни в республике. В этом году в конкурсе 2 возрастные категории – дети от 8 до 17 лет и взрослые от 18 до 35 лет. Общий призовой фонд составляет 635 тысяч рублей. Заявки принимаются с 23 января по 7 февраля. Конкурс пройдет по 3 этапам и по разным номинациям. Первый этап пройдет в очно-заочном формате. Могут принять участие все желающие. Второй этап после отбора участников пройдет 24-25 марта в Алмазном крае.
третий этап 26 марта, где будет объявлено имя победителя. Традиционно выступления участников будут оценивать именитые якутские исполнители, продюсеры и деятели культуры. ВХ является первой ступенькой твоего развития, первой ступенькой твоих побед. Это открытие дверей в мир песни. Поэтому приглашаю, чтобы всех активно принимать участие, все наши улусы, все, которые нас видят, слышат, поскольку конкурс позволяет онлайн-регистрацию, теперь можно уже активно зарегистрироваться. И если в 2021 году приняли участие более 30 представителей 32 муниципальных районов нашей республики, я надеюсь, что в этом году ниже не будет. В Якутии стартовал первый этап Кубка России по шахматам. На грандиозное событие съехались около 50 спортсменов из 8 регионов страны. Среди них 6 международных гроссмейстеров. Что ожидают участники от Кубка и как будут проходить соревнования, расскажет Светлана Амосова. Все по якутским традициям. Открытие Кубка главы республики началось с обряда благословения. Для участников это символично и важно перед предстоящими соревнованиями. Ведь на одной площадке собрались ведущие спортсмены страны. Сейчас в этом зале Национального художественного музея уже начался первый тур Кубка главы республики. Шахматы расставлены, игроки готовы. Желаем всем участникам удачи, пусть победит сильнейший. Возрастных ограничений на Кубке нет. Самому юному шахматисту всего 9 лет. Он из Бурятии. У Артема первый взрослый разряд. Рассказывает, что ежедневно играет по 20 партий и решает задачи на тактику. Сейчас на соревнованиях хочет набраться опыта и стать еще сильнее. Ну а в Якутии он уже второй раз. Что нельзя так стоять долго на морозе. Еще надо тепло одеваться, и ничего же не видно, когда ходишь. Всего принимает участие около 50 спортсменов из 8 регионов страны. Среди них 6 российских и международных гроссмейстеров. Как отмечают организаторы, за всю историю развития этого вида спорта в республике соревнования такого высокого уровня проводятся впервые. Мы, конечно, от Кубка ожидаем прежде всего праздника для любителей шахмат, для участников. И делаем все для этого. И надеемся, что этот турнир откроет новые наши шахматные звезды и они у нас будут расти и развиваться. Все 9 туров будут проходить в Национальном художественном музее республики. Участники настроены и сосредоточены на достижении высоких показателей. Планирую, конечно, занять первое место. А так получить удовольствие от игры. Я ожидаю интересных игр и хорошего времяпровождения. В себе, конечно, победы, а участникам Кубка не расстраиваться, если я выиграю. Лучшие участники получат зачетные очки для допуска в финальную часть Кубка России 2023 года. Соревнования в Якутске завершатся 1 февраля. Призовой фонд составляет свыше 1 миллиона рублей. Призовые и медали будут вручены в зале республики Дома правительства номер 1. Ну а тем временем в течение предстоящих дней ежедневно будут проходить мастер-классы, блиц-турниры и конкурсы. Светлана Амосова, Семен Семенов, Якутск. Кузбасс встречает эстафету огня игр «Дети Азии». Эстафета огня зимних международных игр «Дети Азии» стартовала в Кемеровской области сегодня, 24 января. В команду факелоносцев Новокузнецка вошли 23 человека. Спортсмены, ветераны спорта, волонтеры и представители знаковых предприятий города. 2 февраля огонь прибудет в Шерегеш, а 10 февраля в Междуреченск. Эстафета завершится в день открытия игр 25 февраля в Кемерове. Алданские каратисты недавно вернулись из Благовещенска, где проходил региональный турнир по карате до Киокушинкай. Эти бои дали ребятам еще одну возможность усовершенствовать мастерство. Скоро спортсмены отправятся в Японию, где пройдет первенство мира. Тему продолжит Татьяна Вахтина. Это кадры одного из боев, прошедших в рамках регионального турнира по карате до Киокушинкай в городе Благовещенске. В турнире навыки боевых искусств продемонстрировали алданские спортсмены. Ребята выступили весьма достойно. Хорошая поездка. Мы посетили доджо сенсея Раджабова. Позанимались там, 2 тренировки сделали. Турнир был интересен тем, что были разные федерации. И организаторы, и все ребята гостеприимные. Мы наметили план работы уже на год. Совместные мероприятия, которые будем проводить.
В спорте, как известно, каникул не бывает. Неприемлем и длительный простой. К турниру юные каратисты готовились очень серьезно. Со 2 числа, с 2 января мы провели сборы. Сразу это по 10. Прошедший региональный турнир дал алданским спортсменам возможность усовершенствовать навыки. Совсем скоро ребят ожидают серьезные испытания. В феврале они отправятся в Москву, где состоится всероссийское первенство по каратэ-до Киокушинкай. Турнир на самом деле сильнейший. Мы вот так даже общаясь с тренерами, с опытными, они говорят, что он сильнее Европы считается. И выше этого турнира, наверное, идет первенство мира. Спортивный сезон 2022-2023 для каратистов выдался насыщенным и напряженным. В ходе тренировок и соревнований ребята наращивают опыт и знакомятся с новыми боевыми практиками. Мастерство отнюдь не станет лишним. В апреле алданские спортсмены примут участие в международном первенстве мира, которое пройдет в Японии. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сразу 3 борца из одной якутской семьи выступят на Кубке Ярыгина 2023. Братья-близнецы Петр и Алексей и их младшая сестра Александра поборются за медали престижных соревнований. В борцовском мире, да и в истории борьбы в целом, есть много примеров, когда родные братья одновременно выступали на различных турнирах, причем самого высокого уровня. Но на предстоящем в Красноярске международном турнире Кубок Ивана Ярыгина произойдет небывалый случай. Выступят сразу 3 борца из одной якутской семьи Копыловых. Петр и Алексей на Кубке Ярыгина будут бороться за медали в наилегчайшей весовой категории до 57 килограммов, а их сестра Александра будет бороться в весовой категории до 50 килограммов. Сегодня в Нерюнгринском районе стартовало открытое первенство поселка Беркакит по боксу в памяти заслуженного тренера республики Сергея Кожемякина. За время своей работы Сергей Алексеевич воспитал немало чемпионов различного уровня. На открытии турнира побывал Иван Лазаренко. Первенство поселка Беркакит по боксу имени Сергея Кожемякина собрало как начинающих, так и более опытных спортсменов из различных боксерских клубов. Несмотря на то, что турнир проводится всего 2-й раз, есть планы сделать это соревнование республиканским. Первый турнир прошел в том году. Это был пробный турнир. Мы сделали матчевую встречу. Сборная Беркакита против сборной Нерюнгринского района. Сделали пробную, но прошло удачно. И с этого года мы решили делать постоянно каждый год. В этом году у нас принимает участие 163 участника, 9 команд. Также Серебряный Бор, Чульман, Беркакит, Иенгра и город Алдан, ну и Нерюнгри, конечно. В дальнейшем планируем развивать этот турнир, чтобы на следующий год и последние годы был он уже республиканским турниром. И у спортсменов, и у тренеров настрой на участие в первенстве довольно серьезный, ведь по итогам боев лучшие боксеры из разных весовых категорий попадут в сборную Нерюнгринского района, которая будет представлять район на республиканских соревнованиях. Мы приехали, 11 человек боксеров взяли с собой, ну там в основном новички, а по возрасту от самых маленьких до юниоров. Мужиков не привезли в этом году. На таких турнирах стараемся все равно брать маленьких, чтобы боксировали, первые бои свои проводили. Надежды строить не будем, посмотрим, ринг покажет, а так есть пару человек, на которых что первое займут, надеюсь, а там посмотрим. Первый день соревнований открыли бои самых юных участников весовой категории до 26 килограммов. Остается напомнить, что бои будут продолжаться 4 дня. А нам остается пожелать юным спортсменам ярких выступлений и блестящих побед. Ведь кто знает, может, именно среди них и растет будущий олимпийский чемпион. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Якутский путешественник Дугуйдан, прославившийся прошлогодним верховым туром от полюса холода до Первопрестольной, готовит свой 2-й поход дорогами великих предков. На этот раз маршрут выбран более суровый. Экспедиция стартует от поселка Ичугей Амиконского улуса, откуда через 13 населенных пунктов отправится в поселок Симчан Магаданской области. Дугуйдан планирует повторить путь известных земляков – купца первой гильдии Николая Кривошапкина и Алексея
Алексея Кулаковского. Средство передвижения путешественника останется тем же – лошади якутской породы. По словам организаторов похода, только такие животные способны преодолеть все тяготы пути. Для обеспечения безопасности с Дугуйданом в путешествие отправятся представители службы спасения и МЧС, а также видеооператор, который зафиксирует детали путешествия. Маршрут лежит через Колымскую трассу, через старую. Категория сложности 5-бальная. Буду ночевать на улице, то есть как это делали наши предки. Буквально на этой неделе поедем в Аймекон, и там уже финальные подготовки будут. Хотим зафиксировать максимальные минуса, то есть и показать тоже миру, то, что якутская лошадь может ехать во всех погодных условиях. Морозы до минус 56 градусов прогнозируют в ряде районов Якутии. 50-градусные морозы прогнозируют в среду и в четверг в ряде районов республики. Как сообщает якутская УГМС, в среду на западе, юге, северо-востоке местами пройдет небольшой снег. В центре сохранятся морозные туманы. Температура воздуха ночью в центральных районах составит минус 48, минус 53 градуса. Днем будет минус 43, минус 48. Ранее синоптики предупреждали, что сильные морозы в Якутске сохранятся до конца января. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.